Далее для освещения событий первой половины дня ко мне присоединятся мои коллеги, которые расскажут о событиях в экономике, спорте и чрезвычайных происшествиях. Ну а пока о курсах валют. Итак, согласно информации Центробанка, на сегодня доллар остановился на отметке в 61 рубль и 76 копеек. Евро 68 рублей 50 копеек. И, как говорят аналитики, эта неделя первая за 1,5 года, когда иностранная валюта достигла таких низких показателей. Все позиции обмена в Якутске сегодня за Восточным банком, естественно, в долларе, покупают за 62,15, а продает за 62,50. Евро выгоднее всего покупает Банк Восточный за 68 рублей 92 копейки, а вот неожиданно продает выгоднее всего Азиатско-Тихоокеанский банк за 69 рублей и 39 копеек. Двигаемся далее и переходим к другим новостям. Более 140 километров дорог ввели по национальному проекту в Якутии в 2019 году. Из них 123 километра на региональных дорогах и 26 километров на дорогах городской агломерации Якутска. Эти меры позволили привести в нормативное состояние 31,5% региональных автодорог и 38,5% дорог столицы. Отмечается, что благодаря нацпроекту в Якутии ликвидировано 11 аварийных участков, на которых часто происходили ДТП, установлено 32 стационарных комплекса фотофиксации. В Госдуме предложено ввести новогодний капитал для пенсионеров. В обращении председателя парламентской комиссии к Министерству труда указано, что новогодний капитал предполагается предоставить одиноким пенсионерам для приобретения необходимых продуктов питания и праздничных атрибутов без нагрузки на личный бюджет. Выплату предложили привязать к пенсии по регионам. Количество денежных средств, составляющих новогодний капитал, пока не уточняются. Возможно, тогда даже пенсионеры смогут позволить себе красную икру. Да еще и цена на нее упала в аккурат к праздникам. В декабре заветная баночка в 95 граммов, самая популярная у россиян в такой фасовке, подешевела в годовом выражении на 3,14%. Это произошло несмотря на выросший перед Новым годом спрос на деликатес. По данным аналитиков, год назад стоимость такой банки составляла 183,5 рубля, а в нынешний Новый год обойдется всего в 178 рублей. При этом на тару объемом 95 граммов приходится более 41% всех покупок икры. Предположительно, это зависит от покупательной способности россиян и таким образом сказывается на количестве потребляемого продукта. Прокуратурой города Нерюнгри в рамках Международного дня борьбы с коррупцией среди студентов Алданского политехнического техникума проводится деловая игра «Молодежь против коррупции». На прямой связи из Нерюнгри мой коллега Сергей Козюра. Сергей, здравствуй, ждем от тебя подробностей. Да, Василий, день добрый. Перед началом игры, перед участниками с приветственным словом выступил представитель прокуратуры города, рассказав о проводимой антикоррупционной работе, в том числе и среди молодежи. Ну а рядом со мной сейчас находится помощник прокурора города Нерюнгри Цепикова Мария. Мария, добрый день. Скажите, пожалуйста, о правилах игры. Игра будет у нас проходить в 3 этапа, в ходе которой будут заданы вопросы в области основ Конституции Российской Федерации, противодействия коррупции в России и за рубежом. Ну, а расскажите, это вообще нововведение или все же это уже практика была такая? Нет, данная игра у нас проходит впервые. Алданский техникум у нас, так скажем, дебютировал в данной игре. В дальнейшем мы планируем проводить данные игры во всех учебных заведениях Нерюнгринского района. А по каким критериям будут оцениваться? За каждый заданный вопрос будет даваться баллы в зависимости от сложности вопроса. То есть это будет 1 балл, 2 балла, 10 баллов, 20 и 30 баллов. Итоги будет подводить жюри, по результатам которого команда победителям будет выданы грамоты, а наиболее активным участникам объявлена благодарность. Спасибо. А вот в будущем планируете какие-то школы или еще дальнейшие какие-то учебные заведения? Да, в целях реализации противодействия коррупции среди молодежи мы планируем проводить данные игры среди всех учебных заведений Нерюнгринского района. А вот это федеральная программа, республиканская, или это вот инициатива городской прокуратуры? Данная игра у нас проходит в рамках Международного дня борьбы с коррупцией, то есть она проходит и среди республиканских, и также на уровне Российской Федерации. Мария Сергеевна, спасибо вам большое. Россия без коррупции – фантастика или реальность? Так вот, чтобы это стало реальностью, и необходимы подобные мероприятия, тем более среди молодежи. А у меня все. Василий.
Да, Сергей, спасибо за информацию. Будем надеяться, что это действительно реальность. Ну а мы возвращаемся к новостям экономики. Крупные торговые сети введут дополнительные скидки для клиентов, которые используют систему быстрых платежей Банка России. Максимальный размер может достигать 30%. Подробнее расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, за счет чего продавцы готовы предоставить такие выгодные условия покупателям? Василий, приветствую. Возможность предоставлять такие серьезные скидки появилась из-за разницы в размере комиссии. Продавцу платежи через систему быстрых платежей Центробанка обходятся в 8 раз дешевле, чем при оплате картой через терминал. Комиссия Центробанка варьируется в пределах 0,4-0,7%, в то время как ставка за эквайринг в среднем составляет 2-2,5% от суммы покупки. Это новости экономики на Якутии-24, в студии Иван Лазаренко. Крупные российские торговые сети планируют ввести дополнительные скидки для клиентов, которые используют систему быстрых платежей Банка России. Об этом заявили в Озон, Wildberries, Связном и группе Видео Эльдорадо. Например, Wildberries при оплате заказов по QR-коду с помощью системы быстрых платежей клиенты смогут получить кэшбэк до 10%, а максимальная скидка может вырасти до 30%. Вместе с тем отмечается, что с точки зрения пользовательского опыта у системы Центробанка есть минус. В ней не реализован механизм возврата покупок, оплаченных по QR-кодам. Ожидается, что массовое развитие платежей от физлиц в адрес магазинов придется на первый квартал 2020 года. Однако скептики отмечают, что оплата QR-кодом требует от пользователя в среднем 5 кликов, что занимает в десятки раз больше времени, чем оплата картой. А также новая система пока не вызывает доверия. Отмечается, что для того, чтобы граждане отказались от удобной, понятной и привычной быстрой оплаты картой или гаджетом, нужна объединенная программа лояльности, которая будет выгодна всем заинтересованным сторонам. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает смягчение условных статей для бизнеса. В частности, в документе предлагается уточнить применение статьи 210 Уголовного кодекса о преступных сообществах в отношении представителей бизнес-структур. Кроме того, предлагается смягчить наказание за невозврат выручки от реализованных товаров или услуг и считать это уголовно наказуемым только в том случае, если предпринимателя уже ранее наказывали за это нарушение в административном порядке. Уточняется, что экспортеры зачастую отказываются в такой ситуации не по своей вине, а из-за санкций. В документе также прописано, что сумму, при которой преступление считается совершенным в крупном и особо крупном размере, необходимо повысить до 100 и 150 миллионов рублей. Соответственно, сейчас порог составляет 9 и 45 миллионов рублей. Минтруд предложил индексировать в 2020 году ряд социальных выплат, в том числе ветеранам и инвалидам, на 3,1%. Будут проиндексированы ежемесячные выплаты героям Советского Союза, героям России, героям соцтруда, героям труда, ветеранам, инвалидам на содержание собак-проводников. В увеличенном размере в следующем году начнут получать выплаты люди, пострадавшие из-за Чернобыльской аварии и ядерных испытаний. Также будут проиндексированы социальные пособия на погребение, единовременные пособия беременным женам призывников, а также выплаты при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Со следующего года Минтруд ежегодно будет выделять по 2 миллиарда рублей на повышение квалификации и переобучение женщин в декрете. Деньги будут направляться на эти цели до окончания действия нацпроекта «Демография». Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, средства будут выделяться субъектам из федерального бюджета до окончания действия нацпроекта в 2024 году. Как отметил Топилин, во время декрета женщины теряют квалификацию. Кроме того, во время ухода за ребенком они часто решают сменить свое призвание и смогут выбрать себе новое занятие по душе. Поэтому ведомство решило оказывать им в этом поддержку. В 2020 году жилищно-коммунальные услуги в среднем по России подорожают на 4%. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба. Цены повысятся 1 июля. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год. Отмечается, что однократный рост цен на жилищно-коммунальные услуги устанавливает распоряжение Кабинета министров, в котором фиксируются предельные индексы повышения платы в регионах. В большинстве регионов он составляет от 3,5% до 4%. Еще в ноябре этого года глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что незаконное повышение тарифов ЖКХ в стране прекращено. По его словам, в России в перспективе появилась возможность снижать цены на коммунальные услуги из-за устранения лазеек в законодательстве. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале.
Василий, ну а я передаю слово тебе. Как будет развиваться ситуация, расскажем в следующих выпусках. Ну что ж, Иван, спасибо. Держи нас в курсе. Я напомню нашим телезрителям, что с нами на связи был мой коллега Иван Лазаренко. Ну а мы переходим к событиям, которые обсуждают не только у нас в стране, но и за ее пределами. Мировые новости далее в эфире. Редкое природное явление – кольцевое солнечное затмение наблюдали в четверг жители Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Шри-Ланки, Сингапура и Индонезии. Подробнее о явлении расскажет мой коллега Артем Сторонов. Жители Ближнего Востока и Азии в четверг могли наблюдать редкое природное явление – кольцеобразное солнечное затмение, известное также как огненное кольцо. Первыми его увидели в городе Эль-Хуфуф в восточной части Саудовской Аравии. Здесь, на горе Джабаль-Аль-Арбаин, собрались десятки астрономов, туристов и просто любопытствующих. Я пришла, потому что такое событие происходит примерно раз в столетие, и я не хотела это пропустить. Слава Аллаху, я смогла его увидеть. Для этого нужны специальные очки, и у меня они есть. В Объединенных Арабских Эмиратах огненное кольцо можно было увидеть только в городе Заед, примерно в 2 часах езды от Дубая. В последний раз такое затмение здесь происходило 172 года назад, а следующее случится только через 83 года. После этого лунная тень прошла по южной части Индии и северу Шри-Ланки в сторону Сингапура. Государство в Юго-Восточной Азии основательно подготовилось к этому явлению. Здесь для всех желающих были установлены специальные колонны с затемненными стеклами, через которые можно было наблюдать затмение. Ощущения такие, будто наступает конец света, но я думаю, это будет очень круто. Безумно хочу его увидеть. Предыдущее кольцевое затмение в Сингапуре происходило примерно 20 лет назад, а следующее, по словам астрономов, случится в 2063-м. Последним явление в четверг наблюдали жители Индонезии, после чего лунная тень прошла над Тихим океаном и исчезла. Около 200 человек в четверг приняли участие в забеге в Берлине, прошедшем под девизом «Перевари жареного гуся». Таким образом, организаторы предлагают избавиться от калорий, набранных во время рождественского ужина. «Перевари жареного гуся». Под таким девизом в Берлине в четверг уже в 21 раз состоялся ежегодный забег, цель которого – сжечь излишек калорий, набранных во время рождественской трапезы. В мероприятии приняли участие около 200 человек. Весьма питательный жареный гусь – традиционное рождественское блюдо в Германии. Его обычно подают с краснокочанной и листовой капустой и варениками с картошкой. После этого, разумеется, многие хотят избавиться от набранных калорий. Сегодня в 5:30 утра на улице шел дождь, а сейчас светит солнце. Это фантастика. Прекрасно также и то, что сегодня на забег пришло столько людей. Я всем им желаю счастливого Нового года и крепкого здоровья в 2020-м. Преодолев 10 километров, участники забега оказались у небольшого деревянного домика, возле которого их ожидало еще больше калорий в виде глинтвейна, запеканки и шоколадных конфет. Правда, после еды спортсмены могли сжечь их излишек, пробежав еще 5 километров обратно до точки отправления. А следующая новость пришла к нам из Красноярска. Там ветеринар спасла таракана после неудачных родов. Врач клиники для животных Лимпопо провела полноценную операцию с применением обезболивающих. Ничего подобного в городе до нее не делали. Ведь ветеринар Дания Пух удалила насекомому кокон, в котором созревало потомство. Оказалось, что самка родила, однако кокон не встал на место из-за оставшихся в нем детенышей. По словам ветеринара, это могло привести к гибели насекомого. В ходе операции не потребовались увеличительные приборы, однако без анестезии обойтись не удалось. Основной трудностью во время хирургического вмешательства стало использование газового наркоза, который приходилось давать насекомому по всей поверхности тела. В течение часа, пока длилась операция, врач и ассистент были вынуждены дышать анестезией. По словам специалистов, сейчас жизни насекомого ничего не угрожает, однако иметь потомство самка таракана уже не сможет. Российская компания Tesla Cybertruck покоряет московские автодороги.
Команда российских инженеров-любителей, именующих себя в социальных сетях «Пушка Гараж», решили не дожидаться официального выпуска новой машины Илона Маска и сделали свою копию Tesla Cybertruck. Снаружи автомобиль практически не отличается от своего американского брата, однако основой для пикапа отечественного производства послужила ВАЗ-2109 или в народе «девятка». По словам одного из разработчиков, инженера-любителя Ильи Панипалякова, такой выбор был сделан с точки зрения экономии, поскольку команде удалось найти достойный автомобиль с крепким кузовом за 35 тысяч рублей. Российский Илон Илья отмечает, что самым сложным было изготовить узнаваемую конструкцию. Для этого крышу «девятки» пришлось полностью спилить. Изначально планировалось сделать данный автомобиль за 24 часа, но позже поняли, что это просто невозможно. И в итоге уложили за 80 дней и 80 тысяч рублей. На дороге машина производит фурор, люди останавливаются, фотографируются и всячески проявляют интерес к российской версии Tesla. Идея появилась, как только Илон Маск анонсировал выпуск своего автомобиля, а идеи преследовались, скорее всего, поскольку проект революционный с точки зрения дизайна в автомобилестроении, преследовались цели удивить людей, показать им, как это можно сделать в России и, конечно же, отдать дань уважения Илону Маску за то, что он делает. Честно сказать, передвигаться по городу довольно удобно, поскольку лобовое стекло большое, сверху прозрачная крыша, обзор на 360 градусов. Это помогает. А с точки зрения внимания людей, во-первых, очень приятно, во-вторых, люди останавливаются, пропускают, фотографируют. Это способствует снижению скорости общего потока и увеличению безопасности. Нам кажется, что он все-таки где-нибудь увидел эту машину и подумал, прикольно сделали. Для нас это самая главная благодарность. А говоря о праздничной тематике, рекордное количество Дедов Морозов зафиксировали в Кемерово. Самый многочисленный парад новогодних волшебников прошел в Кемерове в четверг. На массовое шествие вышли аж 1279 Дедов Морозов, среди которых был и самый главный из Великого Устюга. Колонной они прошли по улицам города в день, когда температура воздуха достигала минус 20 градусов. Кафтан, посох, борода и шапка – такова была обязательная амуниция участника, желающего считаться Дедом Морозом на параде. Подводила итоги шествия эксперт Российской книги рекордов Юлия Пронина. Цитата: «Все проходили через определенную рамку выхода, на которой я стояла и каждого фактически считала. Однако, по ее словам, участников на месте однозначно было больше. Некоторые не отметились». Для меня, наверное, определенная гордость за Кузбасс, что мы смогли собрать такое количество людей в красивых костюмах. Обратите внимание, сколько улыбок вокруг. То есть, это, мне кажется, стоило этого. Невозможно было не принять участие в параде, потому что это наше общее кузбасское дело. Мы все вместе готовимся к этому прекрасному празднику, и все как одна семья. В этом году мы его проводим по девизам «Вместе в Новый год», и мы все вместе, конечно, участвуем. Мне кажется, люди, которые здесь собрались, они пришли сюда искренне, с большим настроением, и то, как они делают, мне очень нравится. Состоялся рекорд волшебный, интересный в преддверии праздника. Было зафиксировано количество участников рекорда 1279 человек, Дедов Морозов в кафтанах, во всей амуниции, празднично, красиво прошедших по центральной площади. Двигаемся далее к другим темам. В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей. Автодилеры с Нового года смогут ставить машины на учет прямо в автосалоне. Следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации. Свидетельство о регистрации и номерные знаки автовладелец сможет получить прямо в салоне. Стоимость услуги не должна превышать 500 рублей. Код региона будет привязан к месту регистрации владельца машины. Кроме того, из документа следует, что теперь автомобиль нельзя будет оформлять на гражданина младше 16 лет. Это сделано для того, чтобы лицо не несло ответственности как собственник. Фельдшерско-акушерским пунктам будут выделять финансирование в приоритетном порядке. С 1 января вступает в силу программа государственных гарантий медпомощи на 2020-2022 годы. Документ конкретизирует права пациентов на получение медуслуг, дает возможность более эффективно использовать средства по линии ОМС. Так, со следующего года акушерским пунктам направят до 5 миллионов рублей на повышение качества медуслуг. Также на первый план выходит проведение массовой диспансеризации и выявления сложных заболеваний. Ожидание консультации
консультаций специалистов не повысится. 14 рабочих дней со дня обращения пациента, а в случае подозрения на онкологическое заболевание – 7 дней. Сократили ожидания результатов диагностических исследований. Те медицинские работники, которые выявили онкозаболевание у пациента, получат премию. 1000 рублей будут даваться на каждый случай выявления при диспансеризации злокачественных образований тем специалистам, которые это выявили. То есть это будет стимулировать к оказанию более качественной диспансеризации. Второй момент. Если раньше мы финансировали ФАПы по объемам оказания медицинской помощи, то есть сколько пролечил больных, столько и денег получали, да? Но мы понимаем, что в ФАПах и фельдшерско-акушерских пунктах, особенно в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах, больных-то нету. И поэтому всегда эти малые учреждения, так скажем, они страдали из-за недофинансирования. Теперь этого не будет, а будет именно сметное финансирование этих учреждений, чего и добивался наш глава, чего и мы очень многие годы ставили вопрос. И сообщение с пометкой «Молния», которое мы получили только что. Самолет авиакомпании Big Air упал за пределами аэродрома Алматы. Как сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, по предварительным данным погибли 7 человек. И тем самым мы переходим к обсуждению чрезвычайных происшествий. Пенсионерка из Якутска лишилась около 1,5 миллиона рублей, связавшись с мошенниками. 64-летняя женщина обратилась в полицию. Подробности узнаем у моего коллеги Юрия Осипова. Юрий, приветствую. Как мошенникам удалось обмануть свою жертву? Да, Василий, здравствуй. Сразу хотелось бы сказать о том, что мошенники украли деньги не за один раз. Целую неделю женщине звонил лжесотрудник банка, который под различными предлогами заставлял переводить значительные суммы на различные счета. Женщину даже не смутил тот факт, что некоторые операции ей предлагали проводить через банкомат совершенно другого банка, а не того, в котором была зарегистрирована карта. Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий в студии Юрий Осипов. В Якутске раскрыли кражу сотового телефона, совершенную в одном из ресторанов города. Рано утром в дежурную часть полиции обратился мужчина, который рассказал, что кража произошла, когда он отдыхал в ресторане. В тот же день оперативники установили 20-летнего подозреваемого. Он, в свою очередь, признался, что в тот вечер был пьян, заметил сотовый телефон, оставленный без присмотра на столике, и незаметно похитил его. По словам подозреваемого, похищенное он хотел оставить у себя для личного пользования. Телефон изъяли и вернут владельцу. А в отношении вора возбудили уголовное дело. Также в Якутске из компьютерного клуба украли жесткий диск. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 26-летний администратор клуба. Установлено, что подозреваемый украл жесткий диск, а затем продал его за пару тысяч рублей. По словам злоумышленника, похищенные деньги он потратил на покупку спиртного. В его отношении также возбудили уголовное дело. В Тампонском районе осудили мужчину, обвиняемого в убийстве. Подсудимый в декабре прошлого года, находясь в поселке Хандага, с использованием ножа, напильника и кухонного топорика взломал дверь и проник в квартиру, где обнаружил свою супругу с другим мужчиной. Подозреваемый ударил не менее 9 раз мужчину ножом в грудь, живот, голову и другие части тела. В результате полученных ран потерпевший скончался в больнице. Как сообщает прокуратура Якутии, в ходе рассмотрения уголовного дела государственными обвинителями коллегии присяжных заседателей представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие виновность подсудимого в совершенном преступлении. Его приговорили к 9,5 годам в исправительной колонии строгого режима. Установка вредоносной программы обошлась жительнице Ленского района в свыше 115 тысяч рублей. Жительнице поселка Пеледуй позвонил неизвестный. Он невзначай поинтересовался, не оформляет ли она в это время кредит в банке. Когда женщина ответила отказом, он настоятельно рекомендовал установить на телефоне специальное приложение, ссылку на которую служба технической поддержки уже направила на ее номер телефона. Установка данного приложения поможет ей в дальнейшем избежать мошеннических действий со счетами, заявил ей лжесотрудник банка. Как только потерпевшая установила данное приложение, сломался ее телефон. Тогда женщина позвонила на горячую линию банка и выяснила, что мошенники при помощи приложения оформили на ее имя кредит на сумму свыше 98 тысяч рублей. Также они списали 17 тысяч рублей с баланса карты. В Якутске к уголовной ответственности привлекли владельцу очередной резиновой квартиры. По сообщению МВД региона, 30 граждан из стран ближнего зарубежья были зарегистрированы в одной из квартир в столице республики. Квартирантов
36-летняя хозяйка в глаза не видела. Жительница Якутска заявляла об их проживании на ее жилплощади за денежное вознаграждение. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Перейдем к происшествиям в других регионах. 2 человека погибли в результате аварии рейсового автобуса Москва-Тбилиси в Липецкой области. Об этом сообщают представители экстренных служб региона. Уточняется, что машина съехала в кювет на скользкой дороге. По неподтвержденным данным, оба погибших были пассажирами. Всего в автобусе находились 19 человек, 2 водителя и 17 пассажиров. Все они граждане Грузии. 9 человек получили травмы, среди них ребенок 2014 года рождения. Его доставили в травмпункт города Ельца. 5 человек госпитализировали в Елецкую больницу номер 1. Из них 2 находятся в тяжелом состоянии, 3 человека в состоянии средней тяжести. По информации МЧС по региону, авария произошла около 7 часов вечера на 356-м километре трассы М4 Дон, вблизи населенного пункта Ярлукино-Становлянского района. К ликвидации последствий привлекли 50 человек и 17 единиц техники. По данным властей Липецкой области, автобус принадлежит частному лицу и зарегистрирован в Грузии. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Василий, ну а на этом у меня вся информация. Я продолжу следить за событиями. Спасибо, Юрий. Держи нас в курсе. Я напомню, что с чрезвычайными происшествиями в регионе, в стране и за ее пределами нас ознакомил мой коллега Юрий Осипов. Ну а мы двигаемся далее и переходим к другим темам, а именно к новогодним праздникам. В дни зимних каникул русский драмтеатр в Якутске готовит для детей и взрослых сказку о бесстрашной девочке Элли из Канзаса. Премьера сказки «Волшебник изумрудного города» состоится уже 27 декабря. Сегодня подробности расскажет моя коллега Полина Долинская. Под занавес уходящего года русский театр имени Пушкина представляет гостям и жителям города Якутска сказку «Волшебник изумрудного города» по повести Александра Волкова. Сказка о непростом путешествии девочки Элли из Канзаса и ее верного пса Татошки понравится не только детям, но и взрослым. Мне бы хотелось, чтобы эта история, она оказалась интересна и детям, и взрослым. Благодаря этому спектаклю многие взрослые могут вернуться в свое детство. Потому что эта история, волшебная страна – это страна детства. И у нас есть шанс попасть в нее. По дороге домой главную героиню ждут нелегкие испытания и новые знакомства. Сказка рассказывает о том, как важно сохранить в себе веру в чудо и добро. Взрослые зрители смогут по-новому взглянуть уже на полюбившуюся им повесть, а также найти что-то для себя. Фраза, с которой начинается путь, волшебница говорит: «Этот путь, Элли, ты должна пройти сама». Я думаю, эти фразы, они очень важны и для взрослых. Слышав это, взрослые люди тоже что-то для себя откроют в себе. Начиная с первой репетиции и дойдя до генерального прогона, погружаясь в роль все сильнее и сильнее, работая над ошибками, менялось не только качество исполнения роли, но и сами актеры. Исполнительница главной героини сказки Елена Сулак рассказала о том, какие изменения произошли в ней. В работе над этим спектаклем я собрала материал свой какой-то внутренний, который, наверное, помогает укорениться, уплотнить свою внутреннюю силу, помогает не сдаваться ни в каких ситуациях и идти к своей цели. Несмотря на то, что это детская сказка, на главных героев возложена большая ответственность. Им необходимо преодолеть немалые трудности, вступить в борьбу не только со злыми колдуньями, а также встретиться лицом к лицу с саблезубыми тиграми. Все же главное сражение происходит у каждого героя с самим собой. Если маленькая девочка смогла пройти такой сложный, тяжелый, совершенно не детский путь, нелегкий, вернуться к себе, вернуться домой, что бы это ни было, чтобы не означало дом, то мы все можем справиться. Генеральный прогон позади, совсем скоро премьера сказки «Волшебник изумрудного города». Все жители и гости столицы смогут увидеть ее до 11 января. Полина Долинская, Джулус Иннокентьев, Якутск. В преддверии новогодних праздников актуальным становится вопрос о выборе подарка. О том, что люди предпочитают дарить и получать в дар, узнавала моя коллега Сырглана Неустроева. Мнения людей по поводу того, какие подарки они предпочитают дарить или получать, разделились. Кто-то любит что-то красивое, памятное для сердца, ну а кто-то что-то более практичное. Дарить, скорее всего, такие, которые доставляют радость, ну и, скорее всего, практичные.
А получать всегда приятно, любую мелочь. Полезные подарки, они как бы ценятся. Ну, как я ценю более полезные. Ну да, и любые подарки я люблю. Самое главное в подарках – это чтобы человек дарил от всей души, неважно какая сумма, чтобы он, с любовью, чтобы было сделано. Не остался в стороне и главный символ года – крыса. Прилавки буквально ломятся от разнообразия образов серого зверька. В этом году, допустим, год мышей, крысы. Поэтому символика крыс, мне кажется, будет актуальной. Обязательно символ года, обязательно. И конфет, наверное. Конфеты, все. Желания взрослого человека иногда удивляют своей непосредственностью. Ведь под Новый год каждый хочет верить в чудо. Сладкие подарки, либо носки, либо что-то для ухода за собой, типа маски. Сладкие подарки, все. Я хочу квартиру. Пускай мне Дед Мороз квартиру подарит, да? Я дарю носки и люблю получать носки. Я дарю сладости, чай, носки тоже. А самой мне нравится получать что-нибудь типа чашек. Еще осталось время для того, чтобы порадовать приятными подарками себя и своих близких. И, конечно, важно помнить, что главное – это внимание. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Как встретить Новый год без веселой компании близких, если обстоятельства сложились не в пользу шумной массовки? Моя коллега Дарья Боискорова пообщалась с линчанами, которым предстоит это непростое испытание. Последняя неделя года. Вокруг суета, люди с полными пакетами, в магазинах аншлаг. Везде царит атмосфера праздника, но у всех ли такое новогоднее настроение? Василий Терешкин под бой курантов поднимет бокал один. Именно эту ночь я встречу один. Подумаю о прошедшем годе, о том, что было сделано, или то, что не получилось. И буду строить планы на следующий год. А праздники, какие-то увеселительные мероприятия, тусовки, встречи с друзьями у меня запланированы на остальные выходные. То есть это все будет обязательно. Поэтому я не привязываюсь к этому дню. А как относятся к такой встрече Нового года женщины, хранительницы очага? Сайсу Еремеева переехала в Ленск совсем недавно. Из степной Тывы кинулась за любимым в таежную Якутию. Но, увы, 31 декабря мужа рядом не будет. У Сайсу в Ленске нет родственников по своей линии, нет друзей. Но она не унывает. Муж мой уезжает в командировку, поэтому придется одной встретить Новый год. Я еще ни разу не встречала Новый год одна. Посмотрю концерт, потом спать лягу. В момент боя курантов, когда в соседних окнах мелькают бенгальские огни и слышится звон бокалов, у одинокого человека рождаются разные мысли. Загадывание заветного желания обретает особый смысл. Как встретить Новый год одному и не пожалеть себя? Психологи рекомендуют подойти к празднику легко, посвятить его себе и найти радость общения с соседями. То есть как его отметить в одиночестве? Отметить для себя, любимого, накрыть стол, купить какой-то дорогой, давно долгожданный для себя подарок. То есть и отмечать, войти в Новый год с радостью. Обязательно выходите в первые полчаса после Нового года. Здесь есть такой положительный драйв, когда люди выходят, объединяются, весь подъезд выходит стрелять салюты, все здороваются, все желают друг другу счастья, здоровья, с Новым годом, начинаются звонки. То есть вы тоже сюда вливаетесь в всю эту компанию, выходите, смотрите, радуйтесь, поздравляйте других людей. В жизни бывают разные обстоятельства, меняющие привычный сценарий праздника. Командировка, дежурство на работе, болезнь в конце концов. Все это не повод огорчаться. Важно помнить, один не значит одинокий. Как бы ни сложился ваш Новый год, отчаиваться не стоит и любителям шумных компаний, и тем, у кого обстоятельства сложились не в пользу массовки. Ведь каждый Новый год единственный в своем роде. Дарья Боискорова, Олег Соснин, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». И переходим к обсуждению событий спорта. Чемпионат России по фигурному катанию стартовал в эти дни в Красноярске. Подробности узнаем в обзоре спортивных событий у Полины Долинской. Полина, кто уже из участников продемонстрировал свои программы в первый день чемпионата?
Здравствуй, Василий. В первый день на чемпионате России по фигурному катанию уже успели продемонстрировать свои программы фигуристы Тарасова и Морозов, при этом показав результаты выше мирового рекорда. Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Чемпионат России по фигурному катанию стартовал в эти дни в Красноярске. В первый день короткие программы представили мужчины, танцевальные дуэты и спортивные пары. 14-летний Даниил Самсонов стал самым младшим участником нынешнего чемпионата России. В короткой программе он прыгнул четверной луц, допустив при этом помарку во время приземления, после чего упал с тройного экселя, заняв тем самым 7-е место. Лидирует после первого соревновательного дня Макар Игнатов, вторым идет Андрей Мазалев, третьим идет Петр Гуменник. По итогам короткой программы лидируют Виктория Синицына и Никита Коцалапов, вторые – Александра Степанова и Иван Букин, третье место занимают Тиффани Загорский и Джонатан Гурейра. В парном катании Анастасия Мишина и Александр Галямов занимают 8-е место, а фигуристы Тарасова и Морозов показали результат выше мирового рекорда. 27 декабря в борьбу на чемпионате России выступят танцоры. Мужчины представят произвольные программы, девушки – короткие программы. В заключительный день турнира медали разыграют пары и девушки. Традиционные показательные выступления пройдут 29 декабря. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сыграл в футбол с Али Турганбековым, мальчиком, родившимся без ног. 11-летний футболист из Нур-Султана, известный также как казахстанский Ник Вуйчич, встретился с бойцом во время его визита в Алматы. Кадрами с совместной тренировки Али поделился в своем аккаунте в Инстаграм. Мальчик также рассказал, что чемпион UFC подарил ему смартфон и поблагодарил его за встречу. А юный футболист, в свою очередь, подарил российскому бойцу мяч с автографами футболистов французского титулованного клуба «Пари Сен-Жермен». На сцене Али вместе со своим кумиром продемонстрировали несколько пасов и навес мячом. Мы пришли на пресс-конференцию, и там Хабиб, у него спрашивали вопросы, и после вопросов он позвал нас на студию. И тогда я ему подарил мяч с автографами ПСЖ Неймар, Кавани, Мбаппе, Ди Мария. И мы с этим мячом поиграли в футбол. Сборная России проиграла команде Чехии со счетом 3-4 в своем первом матче на молодежном чемпионате мира по хоккею. Сборная России на молодежном чемпионате мира выступала в группе «Б» с командами Германии, Канады, США и Чехии. В следующей встрече российская команда 28 декабря сыграет со сборной Канады. Чехия в тот же день встретится с немцами. В плей-офф чемпионата мира выйдут по 4 команды из каждой группы. Сборные, которые займут 5-е места, сыграют серию до 2 побед. В домашнем матче 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА одержал победу над итальянским клубом «Милан». Результат встречи 78-75. Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Дэниел Хекет. В его активе 26 очков. В составе итальянской команды защитник Серхио Родригес набрал больше всех очков в количестве 13 баллов. В турнирной таблице ЦСКА занимает 5-е место, одержав в 16 матчах 11 побед. «Милан» идет на 8-й позиции с 8 победами. Следующим матчем Евролиги 3 января ЦСКА встретится с Панатекиакосом. «Милан» в тот же день примет Санкт-Петербургский «Зенит». Победами республиканского и даже всероссийского уровня регулярно пополняют копилку спортсменов дзюдоисты Ленского района. Сейчас они готовятся к играм «Дети Азии» после победы на отборочном туре Кубки первенства Якутии. С чемпионами встретилась Анна Кожевникова. На татами ленский дзюдоист. Буквально недавно команда ленчан вернулась из Якутска с очередной победой. Ванесса Федорова завоевала золотую медаль на Кубке первенства Республики Саха-Якутия в своей весовой категории. Не очень сложно было. Там девочка была, которую я проходила, выигрывала раньше. Я раньше с ней боролась и выиграла. Я занимаюсь уже почти 5 лет, с 5 класса. Меня мама привела на дзюдо. Секции дзюдо уже 6 лет. Первые дзюдоисты в этом году окончили школу и разъехались по другим городам. Сложность воспитания спортсменов для ленских тренеров одна. Дети вырастают, уезжают учиться и защищают уже не честь Ленского района, а выступают за вузы, СУЗы, где они учатся, другие города, порой и регионы. Но каждый год в секции дзюдо появляются новые чемпионы. Помимо золотой медалистки на Кубке первенства Республики проявили себя и другие ребята.
Это был первый отборочный этап к подготовке к играм к детям Азии. Наши ребята выступили достаточно неплохо. У нас одно первое место у Федоровой Ванессы и два вторых у Емельяненко Алины и у Султановой Нурай. Мальчики, к сожалению, не смогли выступить достаточно хорошо, но остановились в шаге от третьих мест, завоевали 5-е места. Для них это тоже результат. Мы работаем, мы растем со своими страхами, боремся. Ну и, конечно, такие соревнования способствуют повышению уровня мастерства. В секцию дзюдо набирают ребят от 7 лет. Но в этом году 7-леток уже не принимали из-за большого количества детей в этой возрастной категории. Сейчас этим видом спорта занимается около 80 детей. Самый осознанный возраст, когда ребенок понимает, его ли это спорт и чего он хочет достичь, как рассказывает тренер, это 10 лет. Я пришел, потому что мне понравилось делать приемы именно. Мне больше всего нравится бросок через передняя подножка. А у тебя все уже получается или, может, что-то еще не получается? Не все получается. Сегодня за плечами ленских дзюдоистов немало масштабных соревнований. Самые трудные из них – первенство России по дзюдо. Медали оттуда не привозили, но опыт колоссальный. А вот на соревнованиях всероссийского уровня ленские дзюдоисты становились призерами. Так и сейчас спортсмены готовятся к выходу на татами с новыми соперниками в 2020 году. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24. Василий, передаю тебе слово. Ну что ж, Полина, спасибо за информацию. Я напомню, что обзор спортивных событий для нас провела моя коллега Полина Долинская. Двигаемся далее. Как нам стало известно, в самом центре Якутска появился символ холода. Снежная скульптура, изображающая мифического быка зимы, уже успела стать объектом интереса горожан и гостей столицы. Несмотря на холод, горожане с удовольствием фотографируются на фоне 300-километрового мифического быка. Сегодня состоялось открытие скульптуры. На месте сейчас находится мой коллега Александр Хавренко. Александр, здравствуй. Расскажи подробнее о фигуре. Приветствую тебя, Василий. В общем, авторы проекта Анатолий Богослов и скульптор Ефим Федотов долго искали место, где бы мог перезимовать их бык. И руководство кинотеатра «Центральный» любезно им предоставили площадь перед, собственно, кинотеатром, где вот буквально недавно открыли эту замечательную скульптуру. Давайте послушаем, что он сказал представитель кинотеатра, почему они решили разместить быка зимы именно возле кинотеатра. К нам обратился автор этого проекта Анатолий Богослов, и мы ему любезно предоставили нашу площадку перед Центральным, чтобы предновогодние праздничные дни порадовать наших горожан, гостей столицы и также наших любимых детей, чтобы они приходили сюда, фотографировались. Вот как раз такие вот суровые морозы у нас стоят, и как бы этот символ отражает, как сейчас в Якутске холодно. Ну вот, собственно, и сам виновник, сам бык зимы. Люди проходят мимо него, но не проходят мимо, они смотрят на него, подходят, останавливаются, фотографируются. Всем горожанам он очень интересен, всем он очень нравится. Единственное, что хотелось бы, наверное, сказать, помните о том, что это всего лишь символ, и если вы ему оторвете один рог, от этого теплее на улице не станет. Давайте дождемся весны, когда рога у быка отпадут сами. Василий? Да, Александр, спасибо за информацию. Ну а сейчас мы расскажем якутянам о том, какая погода среднесуточная установилась в крупных городах Якутии. Итак, в Алдане в минус 32 градуса, безветренно, давление составляет 716 миллиметров ртутного столба. На термометрах Ленска также минус 32, облачно, ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. В Мирном минус 36 по Цельсию, давление составляет 730 миллиметров ртутного столба и 2 метра в секунду. Минус 34 в столице Южной Якутии, то есть в городе Нерюнгри. Ветер там дует со скоростью 1 метр в секунду и облачно. В Якутске же минус 47, облачно. Ветер дует со скоростью 1 метр в секунду, а давление составило 761 миллиметр ртутного столба.
Ну а мы возвращаемся к теме, которая пришла к нам буквально в этом выпуске. Я напомню, что россиян на борту рухнувшего в Алмате самолета не было. Предварительные данные предоставил генконсул. Президент же Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким и погибшим. Погибло в тот момент 9 человек. Самолет авиакомпании Big Air по направлению двигался в Алмату с Нур-Султана. Сейчас нам поступает буквально в прямом эфире информация, и стало известно о 12 жертвах. Их число увеличивается по данным министерства. Как нам также стало известно, при взлете самолет потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Мы будем следить за этим и другими событиями и держать вас в курсе. Ну а на этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.